Бзировщимыз Хатырскуахушся. Здравствуйте, уважаемые зрители. Апснахабар продолжает свою работу. Сегодня мы снова будем говорить о Пицунде, но не только о Пицунде, потому что у нас в гостях депутат 6-го созыва Леонид Чамагуа. Леонид Бзила Шабет. Я думаю, что мы сегодня поговорим в том числе об истории этого соглашения, который и приходил уже в период вашего депутатства. Вот. Ну и будем, наверное, обсуждать ситуацию, которая складывается во взаимоотношениях у нас с Российской Федерацией, не только по этому соглашению, но и по другим. И мы, наверное, еще отметим общественную ситуацию, которая складывается в Абхазии, она снова напряженная. Леонид, я бы хотел начать с того, расскажите еще раз для наших зрителей историю этого документа при вашем созыве, как это все происходило, потому что мы слышим две разные версии, скажем так. Одна версия, какие, если не секрет? Одна версия, что ваш созыв не был как бы против, поэтому можно сказать, что в том формате, в котором приходил этот документ, он сейчас и подписан. Но другая версия, которую изложили ваши коллеги, многие из ваших коллег, это депутаты 6-го созыва во главе с Валерием Еремеевичем, которые отметили, что они с первого момента, как только документ пришел, они сказали, что они в таком варианте его не могут рассматривать. Ну, первое, что хочется сказать, конечно, если бы депутаты прошлого созыва поддерживали бы данный документ в таком виде, он был бы принят. Второе, что я хочу сказать, я вижу, что бурная полемика в обществе, но, к сожалению, на какой-то период я выпал из политической жизни страны по личным обстоятельствам, поэтому всех нюансов, наверное, не знаю. Пусть простят меня наши зрители, если я что-то не упомяну или что-то не совсем правильно истолкую, но дело в том, что спикер парламента даже здесь сегодня, он жив, здравствует, надеюсь, у него все хорошо. Он может рассказать, как руководитель законодательного органа, что происходило в тот период. Что хотелось бы сказать, да, сам документ попал к нам, мы его обсуждали. Мы были не согласны с некоторыми положениями этого документа. К сожалению, я не могу сейчас сказать, по какой причине. Это все-таки касается целого коллектива, есть руководитель, который сможет объяснить, по какой причине не было направлено официально письмо главе государства. Но это же не значит, что даже если это наша недоработка, что документ недоработанный должен быть реализован. Дело в том, что у нас, я хочу вам напомнить, очень много соглашений не реализованных, даже в части, касающейся договора 2014 года о союзничестве и стратегическом партнерстве, где российская сторона берет на себя обязательства по перевооружению абхазских вооруженных сил современными средствами техники и так далее. Там тоже парадоксальная ситуация. Ни о чем другом этот пункт договора не говорит, но нам вдруг заявляют, что нам должны построить казармы, какие-то склады и так далее, и только после этого будет перевооружение. При этом говорят, что то, что будет построено, будет являться собственностью Российской Федерации. И наша армия должна будет находиться в казармах Российской Федерации. Вы знаете, я почему сейчас делаю ссылку на то время, я слышу, отрывочно, еще раз говорю, я не совсем в теме, не так, как хотелось бы, утверждение, что надо срочно принимать этот документ в таком виде, в котором его представили, иначе это кого-то обидит, как-то выйдет боком абхазской стороне. Дошло до того, что мне стыдно, но мы в этой полемике кого-то обвиняем в антирусских настроениях. Неприлично, в абхазском обществе нету антирусских настроений. Мы все относимся к Российской Федерации как к ближайшему государству, союзнику и партнеру. И то, что мы позволяем друг о друге так говорить, это нас некрасиво выставляет
в глазах тех, кто за пределами Абхазии находится. Во-вторых, ну, когда кто-то говорит, вот у нас пророссийские позиции, а у них не такие, ну давайте будем откровенны. Ну что значит пророссийские позиции? У нас в первую очередь позиции должны быть проабхазские. Если мы видим какой-то вопрос по-разному, это еще не значит, что одни имеют право говорить о том, что их видение правильное, а другие говорить, что их видение правильное. Надо обсуждать. Вот вы говорите, что там ссылка идет на то, что мы в свое время как бы официально не ответили. Ну и что? Ну, допустим, мы совершили ошибку. Допустим, я еще раз говорю, гипотетически, что парламент не ответил. О чем это говорит? Что он снимает ответственность сегодня с нынешнего парламента, или последствия от этого документа будут менее тяжелыми, если такие последствия здесь заложены. Я считаю эту полемику немного надуманной, накрученной для того, чтобы отвлечь от самой проблематики. Ну, никто же не против того, что на территории Абхазии, абхазского государства, находятся официальные российские структуры. Министерство обороны здесь представлено, ФСБ Российской Федерации представлено, есть ФСО, служба охраны, да, высших государственных органов Российской Федерации. Мы же имеем право изложить свое видение. Ну пусть запоздало, ничего, я еще раз говорю, многие вещи не реализовываются годами, если не десятилетиями, и обязательства тех и других сторон. Но в международной политике такое часто случается. Тут нету вот сейчас у нас необходимости незамедлительно дать ответ. Мы должны проработать документы. Есть жители города Пицунда, они озабочены ситуацией, что не учитывать их видение. Почему мы не можем все вместе собраться, обсудить, да, как-то прийти к согласию, внести необходимые изменения. Вот тем, кто говорит, что это нельзя делать, что это вызовет какие-то ужасные последствия, хочу напомнить события 2014 года. Еще раз. Документ пришел к нам. Вот, кстати, хочу отдать должное спикеру тогдашнего парламента Валерию Бганба. Как только документ видения российской стороны об этом большом и серьезном договоре поступил в парламент, он созвал совещание, нам раздали этот документ, мы ознакомились с ним и поняли, что в таком виде документ неприемлем. Более того, спикер тогда созвал пресс-конференцию, пригласил журналистов. Он не стал спрашивать у президента, какое видение президента. Он его президенты и тогда, и сейчас, и завтра несут свой груз ответственности. Их тоже в какой-то части надо понимать. Но это достаточно независимый орган, парламент. Недостаточно, полностью тоже избираемый орган. всенародно. Да, он не зависит от исполнительной власти. И вот тогда Валерий Рамшухович высказался открыто о том, какие статьи его не устраивают. Я помню, и тогда были разговоры о том, что нам не позволят, нам не простят, но тем не менее мы, да, затянули с ответом, тоже проскочили какие-то сроки, но представили свое видение. Российская сторона, понимая, что это видение аргументировано, согласилась, и документы были подписаны двумя главами государств, Раулем Хаджимбой и Владимиром Путиным. И ничего страшного с тех пор не произошло. Я хочу заявить тем, кто бьет себе в груди и кричит, что караул, все пропало, мы должны доказать свою лояльность Российской Федерации. Вот там в Донецке наши ребята доказывают не то что свою лояльность, а свою преданность союзническим отношениям. Наши добровольцы сегодня погибают на стороне Донецкой и Луганских республик и помогают Российской Федерации в борьбе с украинским фашизмом. Но что это не доказательство, давайте мы вспомним, что произошло в Турции, когда на границе, в Сирии, вернее, когда был сбит российский самолет. А кто тогда, даже если я не ошибаюсь, ближайшие союзники Российской Федерации не поддержали санкции. Единственная республика, которая это сделала, была Абхазия. Мы даже отказались от проведения Абхазо-Абазинского конгресса тогда. Вы поймите, для нас это очень серьезный вопрос. И не надо нам слушать некоторых чиновников. Я прекрасно представляю, мы с этим сталкивались на работе, приезжают тут люди, представляющие
огромное, великое государство, но не всегда достойно его представляют. Это человеческий фактор, он везде присутствует. И начинают пугать наших ответственных лиц тем, что это нам не забудут, это нам не простят. Есть вещи, о которых смело нужно говорить. Когда правда на твоей стороне, бояться нечего. Руководство страны, парламент и президент, и премьер-министр сегодня в первую очередь обязаны защищать интересы своих граждан. И не считаться с мнением своих граждан они не имеют права. Я еще раз говорю, я понимаю, под каким грузом ответственности каждый из этих людей находится, да? Но выше этого, да, великий Владислав, основоположник современного абхазского государства, вы вспомните, какой груз ответственности нес на себе, и какие встречи проводил, и как вынужден был под таким давлением разговаривать с президентами России и Грузии. Но он ни на йоту не отступил от интересов абхазского народа. Сегодня это достойный пример. Да, такие люди раз в 1000 лет рождаются, но это достойнейший пример. Мы, к сожалению, просто вот в этой рутине повседневной, вот жизнь тяжелая, проблем много, экономический кризис следует один за другим, но мы забыли наш дух, нашу любовь к родине, мы немного стали мельчать. Это касается как бы всех нас, я и за себя говорю, не потому, что там кого-то в чем-то хочу упрекнуть, но иногда стоит немного призадуматься, почему, чем люди недовольны, что их беспокоит. Ну, людей, вот как вы отметили, мне кажется, не заинтересована власть слышать другое мнение. Это, кстати, не только эта власть, так было много уже лет. Один из аргументов, который нам говорят, что если мы не подпишем в такой форме это соглашение, то наши отношения могут ухудшиться. Ну, очень, вот я по своей специальности выпускник отделения международных отношений, и мне сложно понять, как из подобного соглашения могут ухудшиться отношения двух государств, когда здесь, на мой взгляд, просто соблюдение собственных интересов достаточно для того, чтобы приемлемое решение принять и для одной, и для другой стороны. То же самое нам говорили в 2014 году, я же и говорю. Если идти по пути вот этой логики, тогда надо отказаться полностью от своих интересов и делать все, что нам говорят. Но согласитесь со мной, это вот царство ему небесное, незабвенный Якуб Лакоба в свое время рассказал анекдот. Человек тонул, проезжающий мимо спас его. Спустя короткое время приехал с друзьями навестить спасенного. Тот порезал скотину, быка там, сделал хороший хлеб-соль. Спаситель рассказал душещипательную историю о спасении, они разошлись. Спустя непродолжительное время он опять с группой друзей приезжает, опять навещает, история повторяется, те же рассказы, те же хвалебные речи. Еще какой-то период, еще поездка, раз за разом, это все больше и больше, чаще и чаще, и разорился спасенный. И в очередной приезд Спасителя, сидя за уже достаточно скудным столом, когда Спаситель начинает рассказывать историю о спасении, спасенный вскакивает и говорит, да лучше бы я тогда утонул. Вот мы сейчас где-то в такой ситуации, мне кажется, давайте перестанем каждый раз. Мне вообще стыдно за некоторых наших сограждан становится. Вот самоуничижительные речи, договорились уже о том, что чуть ли не... Но обычно об этом говорят те, кто во время войны здесь не находился, что в войну, послушайте, ну давайте отдавать дань памяти ушедшим героям Абхазской войны. Еще раз говорю и не раз говорил, сходите на памятник павшим и посмотрите. Более 3/4 погибших этнические абхазы. И мы прекрасно помним, разные времена были, когда российское руководство, тогда, понятно, СНГ сохранить надо было и так далее, заигрывало с Грузией в ущерб, ну, кто мы такие, маленькая, немногочисленная республика. Но, тем не менее, огромный вклад тогда сделали добровольцы, простой народ. Они нас всегда поймут. И сегодня, слава Богу, в России не та власть, которая не может понять то, что абхазский народ
строить свое государство. Да, тяжело, не все у нас получается. Посмотрите в мире, что происходит. Рушатся огромные государства с населением в десятки миллионов. Кризис охватил весь мир. Мы не хуже кого-то. У нас скудные ресурсы, нас немного. Это отдельная тема. Но вот эти разговоры, они ни к чему хорошему просто не приводят. Это логика какая-то, знаете, вот сдаться в плен надо быстрее. Вот такого типа, вот мы ничего не можем, у нас ничего не получится, надо отдать. Послушайте, ну, меня вообще, вот мы с вами говорили, что мы поговорим об объекте, о самой Пицунде. Я вообще хотел бы сказать, что давно пора наложить мораторий на раздачу земель. Давайте разберемся с тем, что мы уже отдали. Сколько отдали, особенно в Гагринской зоне, в Пицунской зоне. Это посмотрим, посчитаем, да, это продолжается. У нас лежали документы чуть ли не от Гагринского кемпинга до Пицунского поворота. У нас есть люди, которые прибрежные земли хотят забрать. Они хотели строить на продажу многоквартирное жилье. Кстати, в документах, которые они присылали, они даже не знают, их не уведомили в свое время о законодательстве Республики Абхазия. И они вот с этими формулировками прислали документы, которые там вот на продажу жилья, вот это зачеркнуто, сверху исправлены, апартаменты и так далее. Но это о многом говорит, вы понимаете. Никто не... Вы знаете, вот был фильм «Кавказская пленница». Давайте свою шерсть с государственной не будем путать. Да, есть интересы, бизнес, мир капитала. Все понимаю, не подразумеваю под этим какие-то коррупционные схемы. Но есть и государственные интересы. Мы, мне кажется, должны все-таки обсудить ситуацию сегодня консенсусом. У нас периодически меняется оппозиция с властью местами. И никак мы не можем прийти к соглашению. Мне кажется, эти вещи надо решать совместно. Это правила игры надо устанавливать. Не только, да. Да. Мы же не можем. В 2014 году мы кричали, что нам не надо подписывать этот договор. Сегодня те же люди хлопают, когда говорят с трибуны высокопоставленные лица, что это прекрасный договор, который заложил базу сегодняшних отношений. Эти же лица говорят, что надо отдать то, что против чего они были раньше. Все меняется, да, мы из одной политической ситуации переходим в другую. Но давайте как-то уважать мнение друг друга. Мне кажется, вот сейчас это повод для того, чтобы попробовать в обществе разработать правила игры. Перед нами же угроза какого плана стоит? Российская Федерация наш союзник, мы не воспринимаем это государство даже как соседнее или чужое. Мы, многие граждане Российской Федерации, почти 60% населения, но дело в другом. Ну, каждый раз к нам приходят документы, в которых написано: дайте нам это, мы там построимся, а с момента, как мы построимся, это будет нашей собственностью. Мы прекрасно понимаем, что когда возникнет собственность, земли, отписанные по карте и схеме, к этой собственности они уже останутся. Можно вот здесь один момент? Если возвращаться к договору, там как раз написано, что на 49 лет в аренду земля, да. Но все, что построено, остается в собственности. И когда слышишь аргументы от наших властей, они вот эту первую часть озвучивают, да. что земля в аренду, да. Земля не продается. А вот вторую часть как-то опускают. Я понял, да. Получается такой, да, диссонанс такой. Что по этому поводу можно сказать? Это же началось еще задолго до нынешнего президента. Это было и при предыдущем, и до него. Российские чиновники, которые приезжают в Абхазию, одним из главных аргументов используют то, что российское законодательство не позволяет российским структурам вкладывать в недвижимость арендованную на если территории соседних государств. Ну, арендованную, да. То есть если она не все... Ну, давайте уважать друг друга. Ну вот на самом деле мы не раз об этом говорили с российскими чиновниками. Послушайте, вы у нас что-то хотите получить? Да. Почему вы делаете ссылку на свои законы и применяете их к нашему государству? Это несерьезный разговор. Если вам ваши законы мешают жить в нашем государстве и работать, меняйте свои законы.
Ну, несерьезно говорить, что вы понимаете, вот они хотели бы, но их закон запрещает, поэтому вы откажитесь от своего закона или переделаете его под них. Ну, мы, так я еще раз сказал, вот эта вся аргументация, она присутствует давно в наших взаимоотношениях. Мы встречались с достаточно высокопоставленными российскими чиновниками. Мы не раз заявляли, это неуважение. Так не надо разговаривать. Есть другие вещи. Вы скажите, что вам этот объект очень нравится. Вам нужно иметь здесь собственность. Вы хотели бы, вы видите это так. Какие у вас предложения? Давайте это обсуждать. Но вот так вот, у них там законы другие им не позволяют. Давайте мы в Абхазии под их законы сделаем что-то. Ну, так можно и лишиться своей государственности. Это неправильный подход, на мой взгляд. Более того, вот здесь сказано о том, что на 49 лет, вот здесь я смотрел земельные участки, участок акватории моря. Ну, я не знаю, там таблица приложена, что по поводу акватории моря там будет некий протокол. Но до ратификации хотелось бы узнать вообще, что за протокол планируется, что подразумевается под участком акватории моря, который мы должны передать. У нас это рыболовная зона, кстати, Гагаринский район, там много рыбаков, которые на лодках выходят в море, что мы им проблемы должны создавать, или как это будет выглядеть? Там я не знаю. На картах отмечены точки, примерно... Я не видел, но это точки, куда нельзя заплывать? Да. Ну и что нам теперь делать? И кто туда, абхазские подводные лодки заплывут? И почему наши рыбаки не могут туда заплыть? Здесь есть интересные моменты. У меня, во-первых, вопрос, а почему не на 25, а на 49 лет? И почему на 49 лет с последующей пролонгацией на каждые 15 лет, но при этом условия аренды земли сохраняются? Ну, давайте скажем, вот я как частное лицо сегодня, при всем уважении, вы знаете, руководитель Российской Федерации, имеющий отношение к признанию Республики Абхазия, Владимир Владимирович Путин, Дмитрий Медведев пользуются в Абхазии огромной популярностью. И каждый абхаз готов отдать им последнее. Мы на самом деле глубоко уважаем этих людей, они признали Абхазию, часто оказывали помощь и по сей день помогают. Но спекулировать этой темой не стоит. Вот мы говорим о том, что мы отдаем за условный рубль в год участки земли. А мы уверены, что наша инвестпрограмма продлится 49 лет. Мы уверены в том, что через 40 лет, через 30 лет взаимоотношения между Российской Федерацией и Абхазией сохранятся. В том виде, в котором они сегодня. Я надеюсь, что они будут улучшаться и углубляться. И будет взаимопонимание, что маленькое, не маленькое, но это государство, имеющее свои интересы. Ну, мы можем просто пофантазировать, или меня сразу сейчас обвинять в антироссийских настроениях на эту тему, предполагать. Ну что, вы неужели представляете, что через какой-то период времени абхазская сторона осмелится отобрать что-то, что мы дали по договору России? Я сомневаюсь. Если мы подпишем это соглашение на 25 лет, я уверен, что через 25 лет мы от пролонгации не откажемся. Вот мы в этой ситуации, да, два совсем разновесовых партнера, и мы никогда не будем инициаторами ухудшения российско-абхазских отношений, абхазо-российских отношений. Возможно, только другая ситуация. И в этой ситуации мне непонятно, почему мы... Я бы вообще здесь закрепил бы, что договор аренды будет пересматриваться каждые 5 или 10 лет. Но мы не знаем, что будет через 5, через 10 лет. Я вам примеры приведу, пожалуйста, это откровенный разговор. При всем уважении, я свою родину и свой народ люблю гораздо больше, чем народ Российской Федерации и Российскую Федерацию. При этом это для меня, я гражданин Российской Федерации, Путин мой президент, априори по документам и по всему, я глубоко уважаю, желаю этому народу процветания, благополучия, развития этой стране. Но почему я не могу сказать вот таких вещей, о которых мы сегодня говорим? Почему это должно возводиться в ранг каких-то антинастроений? Вот эти клише, они откуда взялись? Это уже давно, кстати, у нас. Это давно, да, в политической эти жизни клише это я используется, впервые услышал, опять же, от представителей Российской Федерации, что часть нашего депутатского корпуса у них считается антироссийски настроенной.
Вот разговаривая в частной беседе, почему? Ну, вы против там таких-то и таких-то там продажи жилья 1, 5, 10. Да, но мы же аргументируем, мы же исходим из интереса. Мы что говорим, давайте мы не будем продавать русским, но продадим грузинам или туркам? Мы же говорим о разных вещах. Это неправильно. Потом вот возвращаясь к сказанному, почему мы не можем... Что, если наши отношения не изменятся в худшую сторону, что вы думаете, через 5 или 10 лет мы потребуем какие-то баснословные суммы оплаты за аренду земли, если даже вот в таком виде? Да нет, я сомневаюсь. Мы тот же условный рубль, да, условный платеж будет, да, рубль в год. Но почему мы не можем это заложить? Почему 49 лет? Почему не 25? И потом... Почему этот объект после его реконструкции, да, то есть мы согласуют с нами, они построят здесь объекты и станут собственностью. Еще раз говорю, земля прилагается, это не скатерть, мы из-под этих объектов выдернуть не сможем. А почему в случае, если этот договор когда-то будет расторгнуто, я возвращаюсь к сказанному, инициаторами абхазская сторона никак не может быть инициатором расторжения, просто у нас разные весовые категории. Но почему не заложить, что объект перейдет в собственность абхазской стороне? Если российская сторона не подразумевает в будущем ухудшение отношений с абхазской стороной, как мы что, с ума сойдем, что ли, чтобы требовать расторжения и забрать? Ну, здесь просто видно будет, что учитывается какой-то государственный интерес, какое-то равноправие гипотетически заложено. И эти вещи трудно понимаемые для меня. Я был противником в свое время многих соглашений. Вот мы с представителями Минобороны встречались. Вообще нигде не сказано о том, что Российская Федерация берет на себя обязательства по строительству каких-то казарм. Там сказано только одно, что Российская Федерация оснащает абхазскую армию современными средствами вооружения и прочего, да. Этот, кстати, разговор был у нас. Был недавно, у нас, да. Но он до сих пор не решен. Послушайте, когда нам кто-то говорит, что мы... И почему... Да я готов с любым поспорить. Документ, почему мы виноваты в этом? А почему мы должны соглашаться на том, что наша армия должна лишиться собственных казарм, что она должна находиться в гостях? Арендовать их. А если в один прекрасный день попросят освободить помещение, тогда что произойдет? Вы знаете, здесь один популярный российский чиновник приезжал, курировал наши взаимоотношения. Вот он позволял себе вещи гораздо более худшие, что две армии на этой территории не нужны, можно распустить абхазскую армию, погранвойска на абхазо-российской границе не нужны, их заменят российские и так далее. Но давайте не следовать этой логике. На самом деле, давайте уважать себя. Как только мы начнем себя уважать, поверьте, все нас начнут уважать. И эти вещи, вот здесь мне интересно, да, вот 7 статья есть, вот возвращаясь все-таки о самом соглашении, где сказано: в случае нарушения экологических норм и требований в результате эксплуатации объекта возмещение причиненного ущерба осуществляется российской стороной, и сноска идет на статью 22 настоящего соглашения. Интересно, вот мне, просто это, еще раз говорю, все, что я говорю, это мое личное мнение, оно не направлено против кого-то или в поддержку кого-то, я свое мнение хочу высказать. Вот статья 22. Абзац 4, то есть в 7 статье ссылка идет сюда. Абхазская сторона не предъявляет российской стороне претензий, касающихся возмещения ущерба, нанесенного юридическим или физическим лицом, недвижимому имуществу, природным ресурсам, культурным и историческим ценностям Абхазии. Совсем больно становится, когда идет речь о культурных и исторических ценностях Абхазии. Действиями военнослужащих при исполнении служебных обязанностей. Имеется в виду российские военнослужащие. Абхазская сторона принимает на себя урегулирование претензий, которые могут быть выдвинуты третьей стороной в связи с указанными действиями.
Ну, Все понятно. Тут, как бы, да. Ну что случилось? Неужели мы поменялись местами? Большая, мощная, экономически развитая Абхазия и маленькая, бедная Россия. И в случае, если... Ну вы же понимаете, что возмещенный ущерб всегда будет трактоваться как при исполнении. Да? Но если совсем пьяный вдрызг, кто-то не видит в кого-то, что часто и наши водители делают, не исключено, что их тоже могут. Тогда вопрос возникает, вот зачем нам такой пункт? Зачем мы здесь пишем, что российская сторона все здесь возвратит, очень много экологический ущерб и так далее, а здесь мы находим какую-то лазейку, мол, абхазские власти сами разберутся со своими гражданами, со своими, еще раз говорю, мне больно читать о исторических ценностях абхазской стороны и культурных. Мы уже раз проходили на полигоне в Сабале, где фактически подверглось уничтожению, там, по-моему, остатки древнего храма и так далее, а там снаряды взрываются. То есть, ну, опять же, ну, неужели мы не имеем права высказать свое мнение? Это обидит российскую... Послушайте, ну, нету там параноиков, там вполне адекватные люди. Да, есть человеческий фактор, кто-то пытается спекулировать на наших взаимоотношениях, но эта политика, надо привыкать. Но при этом, когда вот эти вещи мы читаем, или тут в случае возмещения ущерба гражданами третьих стран, если они, ну, абхазская сторона будет содействовать, что если они что-то сделают объекту ФСО, чтобы они вернули, но они, если это будут диверсанты, вряд ли они что-то вернут и так далее. Но я еще раз возвращаюсь к сказанному. Никто на нас не обидится. И в парламенте в сегодняшнем есть люди многоопытные, с богатой биографией, работы в госструктурах, и бывшие депутаты парламента. Там много молодежи, и я думаю, что это патриотичные люди. Нельзя переводить это в плоскость «мы за них, а вы против них». Мы все за свой народ. Вы понимаете, вот кто поднял этот вопрос, там молодежь города Пицунда, обвинять их в том, что они закоренелые там оппозиционеры или там политики, ну это неправильно. Это люди, которые озабочены ситуацией. Я еще раз говорю, это очень серьезный вопрос. Давайте уйдем в решение этого вопроса вот от власти и оппозиции. Да. Всегда найдем аналогичные примеры и у тех, и у других, когда они находились во власти, как себя вели, как вели себя в оппозиции. Это как бы по умолчанию некоторые правила игры, которые не совсем приличные, но все-таки мы их придерживаемся. Надо от них отказываться. В этих вопросах надо находить консенсус. И я хотел бы еще один вопрос отметить. Российская сторона, это 6-й пункт, использует объект, но я сокращаю, в целях, обозначенных в абзаце 1 настоящей статьи. То есть это цели отдыха лиц, находящихся под охраной государственных органов Российской Федерации. Вот. Но у меня вопрос, а если нет? А если на этом объекте будут другие лица отдыхать, нас кто-то будет уведомлять об этом? Вряд ли. Вопрос, а когда этот объект станет собственностью Российской Федерации? Ну, давайте представим ситуацию. Прошло 10 лет, 15, кризис экономический, жизнь становится тяжелее, легче пока вряд ли будет. И в какой-то момент Государственная служба охраны заявляет, что они сокращают свои недвижимые объекты за пределами своей страны, чтобы не расходовать средства. Что произойдет дальше? Они, как собственники, имеют право продать этот объект. Передать, продать. Да. Мы говорим, что они обязуются, что так будет. Но где сказано, что если этого не произойдет, что тогда? Это, кстати, один из пунктов, которые юристы тоже отмечают. Что... Ну что тогда? Да, давайте честно. А чья сегодня Гагаринская государственная дача, переданная в свое время Краснодарскому краю? Все же прекрасно знают. Я, насколько знаю, она принадлежит частной компании. И, ну, разные имена называют, я не следователь, не собираю, но она точно не государственная, не находится
на балансе у Краснодарского края, у Российской Федерации и так далее. Ну, почему мы каждый раз делаем вид, что ничего не происходит? Мы же понимаем, что если мы не запишем здесь вещей, то есть они как бы обязуются этого не делать, но при этом мы не требуем прописать. А если это произойдет, да, тогда все автоматически возвращается в лоно абхазского государства и точка. Такого пункта нет, да. Вопрос, если мы это напишем, они должны обидеться на нас? Наивно и, я бы даже сказал, глупо. Если они на себя берут такие обязательства, а мы просим подтвердить эти обязательства письменно, почему они должны на нас обижаться? Вообще в политике понятие обидеться и там какие-то вещи мы договариваемся до того, что нас байрактарами начинают пугать. Послушайте, здесь 7-я военная база, у нас договор. Нам не надо дополнительных каких-то для того, чтобы соглашений, для того, чтобы эта 7-я база выполняла свои обязательства. А если мы, еще раз говорю, следовать этой логике, давайте соглашаться на все предложения. Но мы же этого не можем себе позволить. Если мы государство. Ну, вопрос в том, возможно, некоторые понимают слово государство по-другому, да, но, к сожалению, мы все разные люди, тут тяжело кому-то что-то объяснять. Если мы хотим оставить своим детям и внукам абхазское государство, гарантированное, обеспеченное, да, своими законодательными актами, своей территорией, своими границами и так далее, мы должны в некоторых вещах проявлять волю. Еще раз говорю, что-то с нами произошло, мы все превратились в коммерсантов. Мне очень жаль, я вспоминаю слова мучные хварские на кадрах, что из нас хотели сделать спекулянтов, коммерсантов, но, слава богу, этого не произошло. К сожалению, происходит. К сожалению, происходит. У меня есть надежда. Нет, надежда с нами остается. У нас хорошая молодежь. Будем надеяться, что мы выйдем из этого положения. Но еще раз говорю, здесь президент однозначно высказал свою позицию. Он ее высказал в открытую, но есть парламент. И я надеюсь, я думаю, я многих ребят там знаю. Послушайте, ознакомьтесь самостоятельно с данным текстом. Послушайте тех, кто не согласен с некоторыми положениями. Подумайте, поразмыслите. Ничего страшного не будет, если некоторые вещи мы изменим. Я думаю, что это только нам на пользу. Еще раз говорю, аргумент, что этот объект должен быть передан в собственность, а потом они могут там что-то строить, на нас он не должен распространяться, их законодательство распространяется на них. Если они у нас что-то хотят, тогда пусть меняют свое законодательство под то, что они у нас хотят увидеть, услышать и получить, или же соглашаются с теми предложениями, которыми, я считаю, обязательно должен быть пункт. В случае расторжения объект автоматически переходит в собственность абхазской стороне. Но еще раз говорю, мы же его не расторгнем. Понятно, что абхазская сторона не сойдет с ума и не бросит такой вызов в России. Но написать это, что в этом плохого? Что вот мы здесь несколько пунктов отметили? Ну, это наше видение. А почему мы должны стесняться того, что у нас есть собственное видение? Почему мы должны бояться того, что нас не поймут? Да нету такого в политике. Политика – это достаточно прагматичный объект, субъект. И даже в данном случае каждый исходит из своих интересов. И российская сторона прекрасно поймет, когда мы изложим свое видение. Я думаю, что даже в этом вопросе мы можем сделать так и должны стараться сделать так, чтобы наши интересы совпали. Я в этом ничего сложного не вижу. Кстати, заканчивая вот по самому тексту, я ничего больше не скажу. Вот интересно, да, вот статья 14. Военнослужащие Российской Федерации, под уголовную ответственность они не могут попасть, за исключением фактов на месте преступления застали и так далее. Но еще вот
Военнослужащие не обязаны давать показания в качестве свидетелей компетентным органам Республики Абхазия. Ну вот давайте представим ситуацию. Произошло преступление. Военнослужащие Российской Федерации, не участники преступления, но очевидцы, да, являются свидетелями. Ну что-то, не дай бог, нехорошее. Мы закрепляем за ними право не давать показания. Почему? Это, кстати, еще один пункт, который юристы тоже отмечают многие. А почему? Я, ну, как-то иногда как такое, будто бы вот немного вопрос отчуждения, да, что это как будто бы уже не наши законы, не наша юрисдикция, не наши... Если да. преступление совершено здесь, вы это видели, других людей нету, и только ваши показания дают возможность восторжествовать справедливости, да, почему вы не обязаны давать свидетельские показания? Мы же говорим о свидетельских, не о задержании, не там о каких-то следственных мероприятиях, которые связаны с арестом и так далее. Ну почему? Ну, не хотелось такие слова говорить. Ну, моментом вот немного это вот высокомерно выглядит по отношению к абхазской стороне. У меня вот складывается такое впечатление. Давайте мы дождемся решения вопроса по Аибге. У нас одновременно, вы знаете, здесь мы так должны дать, там какие-то бизнесмены сочинские, краснодарские подняли этот вопрос, который в Москве никто никогда и не обсуждал, подсунули нам нехорошее дело, да, сегодня там уже совместные патрули ходят, и мы... Это наша территория, мы на нее не смотрим как на спорную территорию. Мы вынуждены, я понимаю, сильно бессильный, виноваты и так далее. Не мытьем, так катанием. То есть это дайте, то дайте, третье дайте, а здесь это спорное, здесь... А давайте мы пойдем поэтапно. Вообще вопросы решаются так. Если это спорное, вот давайте отрегулируем здесь. Мы посмотрим на добрую волю, да? У нас есть свои аргументы. Там тоже у нас есть люди, которые говорят, ора и рытату, и рахам трада псух хамазом, хакур хот арта хамусхра ракар татха, орус хсажу хала говори хамуз играхтару. Ора нас и шука хаб хюгылана, хахункарра хазнуком гейт, хагги хабсазам, ора шнапшапша, дунечи охтыска, харти хайсо, жамт шунти хайсо, зхуз знуком го, хахункарра куруму. Ахецкий сейтшингин ходаха, вчера халло, хахтва джи яхтот хайшажу, аджу, и пхаширопус отшажара. Орох патуакум созара, а бас иншажу исхакоп, ора уюнатала валага, ора юто, ора уюната, упхус, ухочпа, угула. Ит, и рейхай нукоим гой, и пстаза рейхай игми, нас раз схуз псарейкассаша. ора уроутва джи утерут, алзима бриахзеб шохент кара, хажлар ирту, хадгилпа, ханти рахтару, паста арти рахтару, пирасхомай хаму, ора аурастула дудза шогопши, Япония дары, ора шукбар кяграма бри, хазла сважу, адгилы, магдусино, аджара краиртома. Юнивже башук сяхау пиццет. аджара краиртома. ورارت حويس في روبا خارت خشمي بحقوالا هارت حزشاجوالا هازري شزنكي سو دارا زي بخشوت حيباتيو حاسوي كويباحو ابسو يتصاسمز اخاص يتصاسمز اخاص شسورا حقوالا جيد ورا يباو ابسو يدوها يباو يدوحام شي بسسكرا باو خبسيت هازلشاجو بارا دورا وابستازا روغا زمي وسيا ورا زنكل يراحت بزيجي Усги зыразхуа хаотаха, орахеткар ургулозер усу хусаралазом, ухяшу, уняшу, акуот шаратуихацам. Абри хахяша ком дырна, акомацамара куяцу хазхусна убасхон хчик хумми пкаша шакалы қалота хуи қамларо пахеткар усар. Табуб, и табуб хетби хайч сабираза, и табуб яхов швазаге, харейна хакзалоид пснахабар студия усура. Кырын бисхот, ихагис исхот. Шнапаца жу пснахабар YouTube канал, аха, уштажла резер их сханархан исхот, шнапаца шумён, апсны пархагу айкушахатра. Абзирас табу. Абзирас, табу дараз.